Яркая, но сложная жизнь. Субьена Албантова родилась в 1938 году. В 6-летнем возрасте была депортирована. Ее семью выслали в Марийскую ССР. Чтобы заработать на еду, будущей легенде приходилось грузить на заводе лес. В 1955 году семья перебралась в Таджикистан. Здесь она окончила школу. Затем Субьена Албантова поступила в музучилище. После в театральный институт. Я на протяжении 30 лет была преподавателем в Янгиюльской музыкальной школе. После вернулись на родину. Для того, чтобы посвятить всю свою силу, знания нации. 2 года она преподавала вокал и сценическую речь в Крымском училище культуры. В редком фонде библиотеки имени Гаспринского сохранились пластинки с голосом Субьены Албантовой. Например, сейчас играет песня «Кельмеден, ты не пришла». Слова Ситумира Имина, а композитор – брат певицы Эдем Налбантов. Субьена Албантова была не только певицей, заслуженный работник культуры Украины и Крыма. Она много лет проработала на республиканском телевидении, создала детскую крымско-татарскую телепрограмму. Она предназначалась для детской аудитории, и Субье Ханум являлась первопроходцем в этой области, поскольку в крымско-татарской тележурналистике до нее этого никто не делал. То, что Субье Ханум не стала, это, конечно, огромная потеря, поскольку она является представителем поколение, которое родилось в Крыму. Она впитала всю нашу богатейшую многовековую культуру. Благодаря Субьене Албантовой и ее творческой группе дети могли получить возможность смотреть мультфильмы на родном языке. Первые дубляжи создала именно она. Еще будучи ребенком, главный студийный оператор нашего телеканала Эдем Абляев ждал с нетерпением детскую программу. Помнит, как сейчас. В среду вместе с семьей собирались и смотрели с удовольствием. Тогда и не мог подумать, что почти 5 лет ему посчастливится работать с Субьеной Албантовой. Так получилось, что судьба меня привела в 2006 году на именно этот телеканал, в крымско-татарскую редакцию, в этот коллектив, где работала Субье Апте, именно так мы ее все называли, была старожилом, она была для всех авторитетом, можно так сказать. Сотни детей, открывших для себя крымско-татарский язык и культуру. Субьена Албантова популяризировала богатую культуру своего народа. Результат того стоил огромная популярность и любовь зрителей. Судак, Дженевиз қалесі, қара деңіз, гемелер, далғалар, чағалалар, қырлар, чөллер, бақ-бақчалар. Субье Ханум всю жизнь посвятила служению национальной культуре. На 84-м году перестало биться ее сердце. Писательница, педагог, телеведущая скончалась из-за коронавируса. Для того, чтобы найти вкус жизни, нужно быть человеком в первую очередь. Нельзя думать только о себе, о своей выгоде. Нужно уметь отдавать, дарить человеку. 17 лет Субьена Албантова отдала телевидению, выпустила сборник сказок. Все мероприятия в сфере культуры и искусства не оставались без ее внимания. Писательница, педагог и телеведущая внесла большой вклад в развитие крымско-татарского языка и культуры в медийном пространстве. Телеканал «Милет» выражает соболезнования родным и близким. Сабина Адениева, Алим Сейдалиев, Максим Голубев и Асан Ибрагимов. Телеканал «Милет».